ректором Московской академии предпринимательства с Ленаром Альбертовичем Юнусовым. Поступившие из Таджикистана, например, сейчас, они будут 100% обеспечены дипломом государственного образца. Единственной возможностью обучения остался такой онлайн-формат. Сделали соответствующий такой задел, предусматривающий 30% скидку. Наши выпускники становятся проектными менеджерами, бизнес-консультантами, директорами по развитию бизнеса. Добрый день! Сегодня мы хотим поговорить о такой достаточно важной теме, о теме образования, в том числе дистанционного. В Таджикистане сегодня как раз-таки начался учебный год, 17 августа. У нас многие уже пошли в школы и в университеты, и мы встретились с представителем, с ректором Московской академии предпринимательства, с Ленаром Альбертовичем Юнусовым. И мы обсудим ряд важных вопросов касательно образования, обучения в этом вузе. Добрый день, Ленар Альбертович. Я рад вас видеть. Добрый день, Тимур. Я тоже рад вас видеть. Насколько я знаю, Московская академия образования, она была образована еще в 1997 году, то есть работает уже более 20 лет. Поэтому первый вопрос. Расскажите немного о вашей академии, как она появилась и во что она трансформировалась в достаточно сложном 2020 году. Наша академия образована в 1997 году. Она была образована распоряжением премьера правительства Москвы. И в настоящее время Академия себя зарекомендовала очень серьезным образом на рынке. В частности, вуз награжден дипломом 100 лучших вузов России, золотой медалью «Европейское качество», золотым почетным дипломом «Общественное признание». И надо сказать, что Академия была создана одним из столпов, если мы говорим о московском правительстве, это Владимир Иванович Малышков, он основатель Академии, управлял потребительским рынком столицы более 20 лет. Поэтому мы имеем достаточно серьезный бэкграунд с точки зрения развития, а с точки зрения перспектив, конечно, да, мы заинтересованы в том, чтобы развиваться не только на пространстве Российской Федерации, но наша цель – это укрепить взаимодействие в рамках стран СНГ, и в частности Таджикистан для нас является таким стратегическим партнером в этом вопросе. Здорово. Как раз перейдем к непосредственно механизмам обучения. Вот в связи с пандемией для многих людей, наверное, единственной возможностью обучения остался такой онлайн-формат. Расскажите, пожалуйста, как устроено дистанционное обучение в академии и в сравнении с этим, как проходит обучение на очном отделении? Совершенно верно. Наша академия, она идет по тому пути, по которому идет сейчас мировое сообщество. И мы действительно используем очень серьезную платформу, современную образовательную платформу, которая называется Мегакампус. То есть на этой платформе сейчас обучается более 30 тысяч студентов по всему миру. И таким образом студент, обучаясь у нас, он одновременно, у него есть личный кабинет, мы его зачисляем, соответственно, после зачисления он получает пароль логин, получает соответствующие дисциплины, и, соответственно, по этим дисциплинам у него есть и лекции, есть семинары, есть бизнес-кейсы, и вся технология, она построена на том, что студент фактически круглосуточно может осуществлять процесс обучения и учиться в любой точке мира. Здорово. А на фоне этого как обычно проходит очное обучение? Так же, как во всех других вузах? Да, очное обучение у нас традиционное. Соответственно, у нас есть образовательный процесс, у нас очень серьезная база, своя собственная материально-техническая база. То есть, таким образом, студенты обучаются, соответственно, они изучают теорию на лекциях, на семинарах закрепляют эти знания, полученные уже на лекциях, на деловых играх учатся решать задачи в команде. И, естественно, существуют у нас тренинги, где они обрабатывают профессиональные
навыки уже под руководством бизнес-тренеров. Естественно, существует защита курсовой работы традиционная, итоговое мероприятие в виде защиты выпускной квалификационной работы. И вот примерно про технологии она такова. Понятно. Спасибо. Вот вы отметили Таджикистан как одно из приоритетных направлений для сотрудничества. Вот расскажите, как нашим студентам все-таки поступить, что для этого нужно? Для того, чтобы студенты из Таджикистана могли поступить в наше учебное заведение, у нас есть, во-первых, стратегический партнер, это площадка филиал МИСИС, и мы непосредственно работаем соответственно, мы работаем с заместителем директора по внешнеэкономической деятельности Душанбинского филиала МИСИС, господином Джураевым Умумин Джоном Анваровичем, который как раз-таки и координирует работу нашей академии в Душанбе, в Таджикистане. А что касается поступления, так как студенты, вернее школьники, окончившие школу в Таджикистане, они могут поступить на основании вступительных испытаний, проводимых академией, и могут поступить как на очное отделение и обучаться здесь, так и на заочное обучение с использованием дистанционных технологий. То есть любая форма обучения, она доступна для абитуриентов из Таджикистана. Понятно. Ильнар Альбертович, а подскажите даты, в какие даты это можно сделать? Значит, что касается дат, в связи с пандемией ситуация несколько изменилась, есть традиционные даты. Если мы говорим об очном отделении, то, соответственно, до 24 до 25 августа заканчивается прием заявлений. И 25 августа выходит приказ о зачислении студентов очного отделения. Это что касается первой и второй волны. Но так как в условиях пандемии вышло постановление правительства о том, что вузы могут делать дополнительный набор, то до 15 сентября мы, соответственно, для студентов очной формы обучения сделаем дополнительный набор, и таким образом, еще в октябре можно будет поступать в нашу Академию научных форм обучения. Что касается заочной формы обучения, то здесь традиционно графики учебного процесса, они смещаются. То есть первая волна у нас зачисления это 30 августа, соответственно, вторая волна у нас 21 сентября, но для заочной формы обучения, в частности для дистанционной формы, с использованием дистанционных технологий, мы таким образом поставили график учебного процесса, чтобы студенты могли поступать ежемесячно. То есть таким образом это и 1 октября, и 1 ноября, и 1 декабря, и далее. Понятно. То есть время еще есть, времени еще достаточно для того, чтобы подготовиться. Да, абсолютно верно. Теперь, наверное, вопрос, который очень многих волнует, многих студентов, многих абитуриентов и их родителей. Сколько же стоит такое обучение? Значит, смотрите, если речь идет об очной форме обучения, то она у нас составляет 79 тысяч в семестр. И для заочной формы обучения с использованием дистанционных технологий она составляет 18 тысяч. И в условиях пандемии руководство нашей академии, в частности наши учредители, учитывая сложную финансовую обстановку в странах СНГ, они сделали соответствующий такой задел, предусматривающий 30% скидку на весь период обучения как раз-таки для студентов, поступающих из стран СНГ. То есть это такая мера, направленная на укрепление взаимосвязи именно со странами СНГ. Понятно. Я думаю, нам нужно теперь поговорить о студенческой жизни, чтобы ребята, абитуриенты представляли, что их ждет. Расскажите, пожалуйста, о центре размещения студентов. Вот как сейчас в период пандемии обеспечивается безопасность проживания?
Как раз-таки у нас очень серьезный центр размещения студентов, где мы предоставляем в зависимости от финансового состояния наших студентов, наших абитуриентов различные условия. Это может быть двухместное, трехместное размещение, может быть четырехместное размещение, может быть шестиместное размещение. Причем, учитывая специфику студентов из стран СНГ, мы обязательно расселяем отдельно, у нас расположены девушки проживают, отдельно у нас проживают молодые люди, у нас серьезная система охраны, которая в данном случае обеспечивает безопасность наших студентов. И, естественно, мы обеспечиваем для иностранных граждан, мы обеспечиваем регистрацию для того, чтобы студенты спокойно могли находиться в стране. И помимо этого, естественно, мы обеспечиваем комфортабельное проживание, да, причем точки у нас находятся совершенно в различных районах Москвы, и студент может выбрать, что ему удобно. Стоимость проживания где-то начинается от 10 тысяч рублей и выше, где-то в порядке в зависимости от условий, которые предусматриваются для проживания студента. Ну, в целом, мы стараемся сегментировать это для того, чтобы обеспечить в зависимости от финансового состояния студентов каждому соответствующие возможности. Речь идет о месячной стоимости проживания в общежитии. Хорошо, понятно. Я вижу, что много внимания уделяется обеспечению, да, условий для жизни студентов. Еще подскажите, я знаю, что тут есть у вас кураторство. Расскажите немного о кураторстве студентов. Действительно, особенно когда мы говорим с вами об очном обучении, да и дистанционной форме обучения, у нас введен институт кураторства. То есть задача куратора заключается в том, чтобы отвечать на каждодневные вопросы, возникающие у студента. Будь это справки, будь это проживание, будь это проезд, будь это, допустим, карточки по проезду в метро, льготные студенческие билеты или зачетки. Бывают разные ситуации, когда студенты по тем или иным причинам не сдали экзамены, заболели, вызвали в командировки и так далее. То есть институт кураторства как раз-таки направлен на то, чтобы решать каждодневные оперативные вопросы, возникающие перед студентами. Поэтому эта система, она жизненно себя показала, что позволяет в конечном итоге обеспечить вот интеграцию, особенно на первых порах, интеграцию студенчества, абитуриентов именно в студенческую среду. Потому что мы прекрасно понимаем, когда студенты, будучи школьниками, проживают с родителями, это одна система контроля, но вырвавшись, что называется, на волю, понятно, что контроль, который в ВУЗе, он не всегда, если мы отпустим, что называется, дело на самотек, может достаточно, не выполнить, скажем так, абитуриент не выполнит тех целей, которые он перед собой поставил, и тех надежд, которые, естественно, поставили его родители. В этой связи, конечно, введен вот по системе, помимо в общежитиях, еще и в самом ВУЗе есть система кураторства для этих целей. Такой механизм помощи в адаптации, правильно? Да, абсолютно верно. У вас на сайте я видел упоминание о ежегодном конкурсе, который называется «Грант ректора». Можете немного рассказать о нем? Да, абсолютно верно, так как мы, образовательное учреждение, пока на этом этапе не обеспечены, скажем так, бюджетными местами, мы в этой связи, вот наш учредитель принял такое решение о том, чтобы ввести ежегодный грант ректора, когда студенты, абитуриенты, особенно речь идет об абитуриентах из стран СНГ, то есть они проходят отбор, состоящий из 3 этапов. В первую очередь они пишут эссе, на втором этапе они, соответственно, решают тестирование по профильным дисциплинам, и на третьем этапе уже идет бизнес-игра. Да? Вот победители всех 3 этапов в конечном итоге им предоставляется грант,
и грант предоставляется на весь период обучения, соответственно, в нашей академии. Вот таким образом система настроена. На этой ноте нам пора перейти к такой более академической части. Расскажите о том, какие можно выбрать факультеты в академии и кем на выходе становятся ваши студенты. Действительно, у нас очень много востребованных направлений. Ну, в частности, это экономика, менеджмент, торговое дело, юриспруденция, государственное и муниципальное управление. Если мы говорим о высшем образовании, о бакалавриате. Если мы говорим о среднем профессиональном образовании, у нас в частности есть такие специальности, как коммерция, информационные системы и технологии, экономика и бухгалтерский учет, банковское дело, право и организация социального обеспечения, гостиничный сервис, дизайн. То есть фактически после окончания этих факультетов наши выпускники становятся проектными менеджерами, бизнес-консультантами, директорами по развитию бизнеса, директорами развития торговой сети, основателями и собственниками компании, руководители департаментов, администратором отеля, да, владельцем отеля в конечном итоге, исполнительными директорами, консультантами по управлению, руководителями кадрового агентства, юрисконсультами. То есть фактически у нас очень широкая линейка направлений, специальностей, и закончив наш вуз, нашу академию, студенты уже вправе выбрать ту профессию, которая им ближе. Понятно. Напомню зрителям, что весь этот список можно еще раз посмотреть на сайте. Давайте уточним насчет процесса обучения, где именно проходит процесс обучения и насколько оборудована аудитория. У нас на сегодняшний день есть два здания в Москве. Это метро «Аэропорт», Планетная, 36, здание, в общем-то, составляющее из 4000 квадратных метров, и здание около метро Семеновская, где Никитская, дом 4, Никитинская, дом 4, где тоже у нас здание, состоящее из 4000 квадратных метров. То есть у нас обеспечиваем актовый зал, спортивный зал, соответственно, большие красивые аудитории для проведения лекционных занятий и, естественно, маленькие аудитории, в том числе лингвистические классы для изучения иностранных языков, компьютерные, несколько компьютерных классов. То есть, таким образом, заключен договор также и со стадионом для того, чтобы мы обеспечивали такие массовые мероприятия, как футбол, гандбол, волейбол и так далее. Помимо этого, мы обеспечиваем студентов, у нас есть своя столовая, у нас есть медицинская лицензия, поэтому у нас есть свой медицинский пункт. Мы издаем свой журнал ВАКовский, например. То есть, таким образом, студенты, обучаясь в здании, они получают полный цикл. Да? То есть мы обеспечиваем как образовательный процесс, так и процесс, связанный с тем, чтобы студенты не ощущали себя в какой-то степени в чем-то ущемленными. То есть весь процесс, он проходит у нас в зданиях нашей академии. Здорово. В принципе, с процессом обучения уже понятно. Заглянем немножко вперед. Какой диплом на выходе получают выпускники? Так как мы являемся образовательным учреждением, у которого есть и лицензия на образовательную деятельность, и аккредитация по российскому законодательству, мы должны получать аккредитацию. Причем крайнюю нашу аккредитацию мы получили в марте 2020 года, и таким образом мы ее получили на 6 лет. Студенты, допустим, абитуриенты, поступившие из Таджикистана, например, сейчас, они будут 100% обеспечены дипломом государственного образца, с которым, естественно, устроятся на работу в любые учреждения, как российские, так и стран СНГ, потому что в странах СНГ признают российские дипломы именно у вузов аккредитованных.
И помимо этого мы, естественно, даем и европейские приложения, переведенные на английский язык, в случае, если студенту необходимо, ну, например, нашему выпускнику решил работать за рубежом, то есть этот диплом позволит получить рабочие места и не только в пределах стран СНГ, но и в дальнем зарубежье. Да, вот как раз о рабочих местах. Я знаю, что у вас есть центр трудоустройства. Расскажите, как он работает. Да, разумеется, у нас есть свой очень важный центр трудоустройства, и на сегодняшний день у нас заключены, вот нашим центром, заключены договоры более чем с 50 предприятиями, с государственными структурами, ну, в частности, это и Государственная Дума, и Министерство внутренних дел, и Центральный банк, и правительство некоторых республик, в частности, Мариэл, серьезные структуры Российской Федерации, именно монополисты, так называемые, естественно, это «Газпром», это РЖД, налоговые службы в том числе. В числе наших работодателей являются очень серьезные банки, такие как Сбербанк, как ВТБ, как Совкомбанк, например, Альфа-банк и другие. То есть, таким образом, проходя практику на предприятиях, фактически студенты, хорошо зарекомендовавшие себя в местах прохождения практики, они потом становятся востребованными работодателями, и работодатели их оставляют у себя. То есть, таким образом, из практики, получив определенные знания, навыки, опыт, они потом идут уже на предприятие и остаются там и работают. Понятно, в принципе, мы с вами прошли весь путь от поступления, учебы до выпуска. И, наверное, последний вопрос. Есть ли какие-то истории успеха студентов, с которыми Академия поддерживает связь? Да, абсолютно верно. Как у любого образовательного учреждения, у нас есть выпускники, которыми мы гордимся. Ну, в частности, вот Белых Ирина Викторовна, она является членом фракции «Единая Россия», является заместителем председателя комитета Госдумы по делам национальности. Да, в частности, наш выпускник Вайвер Юлий Михайлович, старший вице-президент Рейнвестбанка. Кобелев Владимир Александрович, это председатель Благовещенской городской думы. Козлов Александр Александрович, губернатор Амурской области. Романова Наталья Николаевна, начальник управления департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Сысоева Наталья Михайловна, заместитель руководителя департамента торговли города Москвы. То есть, в частности, Хузбулатов, например, наш выпускник, он является в частности, вице-президентом Макдональдс стран СНГ. Да? То есть мы имеем действительно серьезных выпускников, и благодаря им, благодаря их поддержке, фактически, в том числе и их поддержке, мы развиваемся как Академия. Я напомню, что мы общались с ректором Московской академии предпринимательства Ильнаром Альбертовичем Юнусовым. Ильнар Альбертович, большое вам спасибо за интересную беседу.